Первая точка рабочего визита Натальи Михальченковой в Кайгородский район – поселок Кажем. Он знаменит железоделательным заводом, единственным в регионе памятником промышленной архитектуры 18 столетия. Кроме того, весь комплекс, а это доменная печь, доменный цех, литейный цех, заводоуправление, плотина с прудом и каменная Дмитровская церковь в стиле позднего русского классицизма, внесен в список памятников федерального значения. Местные краеведы собрали множество интересных экспонатов в небольшом сельском музее. Вместе с живописными видами самого поселка и берегов реки, кажемский бренд делает это место перспективным туристским объектом. Это на самом деле уникальный случай, когда все объекты являются памятниками архитектуры федерального значения. И, соответственно, здесь главным источником финансирования должен являться федеральный бюджет и Министерство культуры Российской Федерации. Поэтому мы запланировали поддержку в плане проектирования церкви в Кажеме. По остальным объектам работаем активно с Министерством культуры, чтобы в ближайшее время сдвинуть дело с мертвой точки. Росреестр поставил все объекты на 2020 год для проектирования и для уже начала каких-то работ, поэтому это уже неплохо. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сдвинуть сроки проведения работ на более ранний период. Второй объект – противотуберкулезный санаторий для детей. Усиленное витаминизированное питание, физиопроцедуры, прогулки на свежем воздухе и различные занятия, в том числе по учебному плану. Однако сегодня республиканский объект фактически простаивает, поэтому учреждение, скорее всего, перепрофилируют. В санатории сегодня нет детей. И все санаторные услуги, которые качественно сегодня нужны детям, они оказываются в полном объеме тем, что регион вернул актив. Это санаторий «Колос» и санаторий «Лозом» и другие учреждения, они сегодня справляются с объемом. Поэтому получается, что региону нужна инфраструктура для развития как раз инфраструктуры детства, и дошкольная, и начальная школа. Мы сегодня посмотрели, насколько учреждения готовы, соответствуют. Создана рабочая группа, по каждому будут вестись оценка применения объекта или, может быть, перепрофилирование, потому что на сегодняшний день учреждение не работает под санаторные задачи. В Кажемской школе Наталья Михальченкова поздравила с окончанием школы выпускников 11 класса, а несколько учеников и преподавателей получили из рук вице-премьера знаки отличия ГТО. Награды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса нашли своих законных обладателей и в Кайгородской школе. Кстати, здесь вновь выпускают и медалиста. В прошлом году таковых было 3. Ждут здесь и 100-бальников на ЕГЭ. С ними очень интересно общаться, настолько сильно развитый кругозор, настолько обширное знание. Они дают возможность просто на уроках общаться, задают вопросы интересные, с ними просто интересно. Любому специалисту, и мы даже говорим этим детям огромное спасибо за то, что они есть. Они просто изюминку в уроки вносят. Сразу 7 выпускников Кайгородской школы в этом году сдают ЕГЭ по химии, чтобы учиться дальше по направлению лечебное дело. Причем получать профессию будут по целевым договорам и вернуться в родной район уже специалистами. Выбор молодежи связан не только с необходимостью кадров, но и успешными результатами работы Кайгородской районной больницы. Она вошла в число лидеров по снижению смертности от болезней системы кровообращения благодаря хорошей профилактической работе. Мы выиграли проект «Лестница здоровья», мы его реализуем и на сегодняшний день. И вот монитор, который находится за мной, он, в принципе, это один из его, небольшая его часть. Вот, там комплекс мероприятий проводится, в том числе у нас, вы увидите, в больнице есть ряд мониторов, по которым постоянно проигрываются ролики на тему здорового образа жизни, профилактика заболеваний. В диспансеризации мы активно участвуем, выполняем все наши планы, и у нас есть очень хорошие результаты. В прошлом году, например, мы нашли 5 случаев злокачественного образования на ранних стадиях, и эти люди сейчас имеют хорошие прогнозы для выздоровления. Кайгородская больница сегодня считается модельной, отмечает Наталья Михальченкова. В этом году учреждение вступает сразу в 2 проекта – вежливая регистратура и бережливое производство. Ну а улучшать показатели по раннему выявлению серьезных болезней помогут современные аппараты, которыми решили дооснастить больницу. В плане оснащения маммографом стационарным, потому что его нет, правильно? Нет сейчас стационарного маммографа. Да. В этом году они получают по проекту «Десятилетие детства» УЗИ оборудование переносной, УЗИ-аппарат с 4 датчиками для детской поликлиники. Обновление оборудования продолжится и в объектах культуры. В прошлом году поддержку получил Кажем. В этом совместно с федеральным министерством в Доме культуры села Подь установят новые кресла, оборудование на сцене. Так что к концу года учреждение предстанет перед зрителями в совершенно ином виде. Константин Куратов, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Кайгородский район.